Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. По результатам многолетних исследований, только в Алданском Нагорье и Якутии обитают 198 видов пернатых, 20 из которых предпочитают гнездиться в других местах. Какие виды птиц вызывают наибольший интерес у нашего гостя студии, орнитолога, кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника отдела зоологических исследований Института биологических проблем криолитозоны СОРАН Евгения Шемякина. Евгений Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот изучение мира пернатых Южной Якутии стало предметом вашей научной диссертации. Какие виды птиц вас удивили во время исследования Алданского Нагорья? Ну и как долго вообще продолжались ваши исследования? Ну, в общем, исследование птиц Южной Якутии, естественно, было связано с тем, что в последнее время идет интенсивное освоение промышленной Южной Якутии. И для этого, как один из индикаторов, которые могли бы показать экологическое состояние окружающей среды именно в Южной Якутии, нами выбрана была вот эта модель как птица. Именно как посмотреть, как факторы природные, антропогенные, человеческое влияние влияют на население птиц. Более узко, но более подробно. И для этого в течение, вот получается, с студенческих лет, с 2009 года, на протяжении до 2016 года, ежегодно нами были проведены учеты птиц всех. Да, мы выявляли именно массовые виды, которые там обитают. Южная Якутия – это вообще, можно считать, что это горная страна, Алданское Нагорье. Там есть системы хребтов, которые достигают до 2000 метров над уровнем моря. И есть вот этот подгольцовый и лесной пояс. Можно было сделать вертикальное распределение. И по итогам этой работы по Южной Якутии мною была подготовлена кандидатская диссертация, которая уже была защищена в 2018 году. По итогам этих исследований нами было выявлено то, что факторы, которые существуют в настоящее время в Южной Якутии, больше влияет, конечно же, антропогенная вот эта вот именно трансформация экосистемы, она никак не показала то, что влияет на население птиц, потому что это совсем такой пшик для такой огромной территории. И тогда мы уже вот именно путем математического анализа, моделирования у нас вышло то, что влияние факторов человека всего лишь составляет 0,1–0,2%. Самое основное – это, конечно, облесенность территории. Вот эта вот облесенность, чем больше облесенность, тем выше и продуктивность птиц, и их биологическое богатство. Вот. Ну и Южная Якутия, она в плане науки, она очень интересна в плане того, что она расположена в южной части. Это, получается, относится к горам восточной части Байкальской горной страны, самая восточная часть. И там, получается, есть такие вот переходные элементы, формы некоторых птиц, которые мы вот находим. И получается, вот ежегодно, вот когда мы ездили, мы находили вот новые виды птиц для Якутии. Да. И новые виды, это не связано с тем, что какое-то идет изменение климата, и они идут на север, а это связано в основном с тем, что территория Южной Якутии, она недостаточно изучена. Есть очень труднодоступные места, на которых можно попасть только с помощью вертолета. Но у нас экспедиции были, мы и на оленях ходили, местными каюрами, оленеводами, и с вертолетами закидывались в трудные места. И тогда вот находились новые виды птиц. Вот. Ну, естественно, вот сейчас есть такая тенденция, то, что климат меняется. Есть также то, что, ну вот, например, у нас речка Екакит, сельхозполя единственные, наверное, на Алданском Нагорье, в Алданском районе. И там, получается, преобразовали ландшафты под посевы сельхозрастений. И там уже появились, вот у нас появился перепел, например. Перепел – это вообще такой европейский вид, и тут у нас, получается, в Южной Якутии перепел. Мы сами удивились, и много, вот полевой жаворонок, например, здесь у нас много его, а там в Южной Якутии его никогда не было. Ну, появились поля, этот вид появился.
Потом появились в связи с климатом, скорее всего, какие-то вот интересные виды, как голубая сорока, например, прямо в Нерюнгри живет. Ну, это такая уникальная птица, и у нас сейчас уже спокойно живет. Но это вот все благодаря нашим респондентам, которые еще находки мы находим вот благодаря нашему Юрию Николаевичу Коковину, фотографу, анималисту. Он нам сообщает всегда новые находки, и мы как бы, да, вот, стремимся туда поехать и доказать это все. А вот как промышленное освоение, да, Южной Якутии, может быть, отражается на популяции и многообразии пернатых, либо никак не отражается? Есть, конечно, вот локальные участки, где, например, у нас обитает такая птица, дикуша. Это из птиц курообразные, из семейства. И вот эта вот дикуша, она сейчас вот как раз обитает, это северный предел ее ареала Южной Якутии, она питается исключительно аянской елью. У нас в Южной Якутии есть дерево, которое занесено в Красную книгу, аянская ель. Это такое, ну, можно сказать, голубая ель. Вот именно в зимний период она питается хвоей этой аянской ели. Сейчас у нас там, получается, там, где она наиболее высокой численностью, получается, вот там добывают сейчас уголь высокококсовый вот на Эльгинском месторождении. И как раз вот эти вот места, там произрастает вот этот аянник и дикуша. И тут, конечно, нужны какие-то работы вместе с промышленниками, чтобы найти вот эту вот золотую середину, чтобы было и птицам хорошо, и промышленности хорошо. И вот сейчас работы по этому поводу уже ведутся. Да. Ну, я думаю, что крупные промышленные компании, они, в принципе, готовы заботиться об экологии, да, то есть готовы вкладывать средства, то есть здесь особых проблем-то быть не должно. А вот как вообще ученые узнают, да, где гнездятся птицы, где зимуют, то есть здесь отслеживаете миграцию или наблюдение, как здесь у вас? Ну, получается, вот как это все начиналось. Начиналось это еще в 900-х годах, вообще, когда вот еще начали с голубями работать, со времен Дарвина, наверное, еще, скорее всего, начали метить птиц кольцами. У них, получается, кольца, это их паспорта с номерами. И с тех времен сейчас у нас до сих пор ведется вот кольцевание птиц. Сейчас у нас на северо-востоке России, сейчас в районе вот Ленских столбов, у нас также открылся вот этот вот центр кольцевания. Мы сейчас кольцуем птиц, узнаем, пытаемся узнать, откуда они прилетают, когда они прилетают, вот, в какой период, когда массовый пролет, для чего это нужно. Во-первых, такие вот исследования нужны для того, чтобы, во-первых, откуда узнать, птицы прилетают. Сейчас в последнее время мы все слышим то, что происходит вот это вот укусы от энцефалитных клещей, да? Кто их переносит? Естественно, птицы. Они на птицах катаются, так как здесь эти клещи не могут перезимовать. Потому что у нас сильно холодно, у них все кристаллизуется, и они не могут перезимовать наши суровые морозы. Эти клещи, из-за этого таких вспышек нету. Однако в последнее время мы наблюдаем то, что вот укусы все чаще и чаще начали появляться у людей, особенно вот в Ленском районе, Алекминском, Мирнинском районе. Вот. Ну, скорее всего, да, это из-за перемещения птиц, да, получается. А вообще вы общаетесь с другими орнитологами, да, в России или, может быть, даже по всему миру? Насколько мне известно, орнитологи друг с другом общаются очень плотно. Да, мы очень тесно общаемся, особенно с нашими, российскими учеными, естественно. Мы ежегодно встречаемся на конференциях, встречаемся с нашими азиатскими коллегами тоже. Вот с Китаем, с Южной Кореей, с Японией постоянно, периодически мы ведем работы. Сейчас у нас работы идут именно вот по изучению редких видов, и где нужна вот конкретно вот коллаборация в плане того, чтобы все вместе работать. Вот сейчас у нас работа идет по сохранению и изучению гуся-пискульки. Это редкий гусь, он похож на белолобого гуся, но меньше чуть размерами, и он не в тундре живет, а вот именно в таежной части. И мы вместе вот с акционерной компанией «Элроса» заключили договор, потом подписали меморандум в Китае по сохранению этого вида. И сейчас мы, получается, плотно занимаемся этим видом,
так как численность этого вида составляла порядка 68 тысяч особей в 90-х годах, сейчас насчитывается около 6 тысяч. Причина была опубликована китайскими коллегами, почему ее так стало мало. И тогда было ясно то, что в бассейне реки Янзы установили 3 плотины водохранилища. И этот гусь очень уязвим от растительных сообществ. Ему всегда нужен гидрорежим, уровень воды. У него, так как клюв маленький, он специальными там растениями питается, с частями вегетативных частей растений. Из-за этого он страдает из-за этого, и, вероятно, численность понизилась в связи с водохранилищем. Но сейчас у нас работы ведутся. Мы также вот работаем сейчас, устанавливаем передатчики на этих птиц, на гусей. Передатчики — это те же сотовые телефоны, про которые можно проследить, куда они улетают. Вот. И мы выявили, вот, например, на Лене, в районе вот Жиганского, Ленёкского района, у нас есть локация вот этих гусей-пискулек. Мы установили на них передатчики в 22-23 годах. И тогда увидели то, что все наши гуси улетают в Китай. Да, и в декабре месяце мы туда поехали. Некоторые наши гуси зимовали на их национальных парках, некоторые, получается, на других озерах. И сейчас мы вот подписали меморандум по сохранению этого вида и будем в дальнейшем сейчас вот разбираться. Ну вот совместно с Китаем, кстати говоря, сколько мне известно, удалось сохранить стерхов, приумножить популяцию, потому что тоже также в Китае появился заповедник. И, получается, стерхи там проводили один сезон, потом летом прилетали да, вот со сюда. стерхом та же история, да, получается. Вот это вот водохранилище, они потеряли лотосовые поля, и сейчас вот, получается, в Китае начали искусственно их подкармливать. Тем самым сейчас было вообще порядка 500 особей стерхов, а сейчас уже около 6 тысяч особей. Но это говорит о том, что вот влияние, вот, помощь человека, она как бы очень помогает, да. У нас остается примерно 1 минутка. Евгений Владимирович, вот какие у вас дальнейшие планы, что планируете изучать далее, каких птиц, может быть? Ну, мы будем продолжать работу по сохранению этого гуся, пискульки. Сейчас мы думаем над тем, чтобы, если в Китае плотина также будет стоять, как-нибудь так сделать, чтобы наши птицы улетали в Японию. Да, мы сейчас разрабатываем план, потому что в Японии более стабильно. И там более по-другому относятся к птицам. Более, да. Ну да, немножко по-другому, мягко говоря. Евгений Владимирович, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем дальнейших научных открытий, конечно же, успешной работы по сохранению наших видов птиц. Всего доброго, будем рады видеть вас снова. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.